Мука, сахар, картофель, масло, различные крупы, чай. Получить набор необходимых продуктов в этот раз смогли более 280 малообеспеченных семей. В роли волонтеров фонда сегодня может выступить каждый. Добровольцы под роспись дополняют документы и загружают свои машины продуктами. Информировать общественность о том, как можно помогать. И многим кажется удивительным то, что один продуктовый набор, который включает в себя более 8 наименований продуктов, обходится всего лишь 1400 рублей. То есть 1400 рублей – это именно та сумма, которая необходима для того, чтобы обеспечить одного человека продуктами ровно на 3 месяца. Один такой набор обходится в 1500 рублей. Это продукты, которых хватает на 3 месяца, а рассчитывают размер помощи, исходя из числа домочадцев. Объем предстоящей работы довольно обширный, но это труд для ребят из фонда «Тишим» и общественного движения «Сподвижники добра» только в радость. Чтобы успеть по каждому адресу, добровольцы с раннего утра трудились на складе. У нас самых активных и самых постоянных волонтеров порядка 20 человек. И остальные – это ребята, которых мы созываем с помощью соцсетей и так далее. В общем, и ребята приезжают, мы их абсолютно не знаем, но тем не менее приходят, помогают. Среди тех, без кого не удалось бы протянуть нуждающимся руку помощи, сегодня и зампредседателя регионального комитета по туризму Алихан Лалахоев. Несмотря на напряженный рабочий график, он не смог остаться безучастным к такому богоугодному делу. Ведь сказано, что пока ты заботишься о своем брате, о своих братьях, сестрах, то Всевышний заботится также и о тебе. Вот такие дела, они очень сильно помогают морально, успокаивают, как говорится. Акция рассчитана на семьи, которые входят в так называемую красную папку фонда. В этом списке, как правило, только остро нуждающиеся пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, оставшиеся без кормильцев. У Алихана сегодня 2 адреса – семьи Мусеевых и Алиевых. Застать дома многодетных матерей-одиночек не получилось. Гостей встречают восторженные глаза детей, ведь они больше всех ждут очередной такой акции. Средства для проведения акции собирали практически всей республикой. Следующая раздача продуктов намечена на месяц Рамадан. Впрочем, в этот месяц работа фонда «Тишим» особо активизируется. Серия крупных программ благотворительных, которые будут направлены и на образовательную деятельность, и на обеспечение продуктами, и на привлечение и выдачу закятных средств для малоимущих. И кроме того, мы хотим привлечь внимание и привлечь вообще молодежь к участию в социально важных и социально ориентированных проектах. Но, пожалуй, самое главное, в богоугодном деле может поучаствовать любой желающий. Для этого нужно лишь перечислить деньги на счет фонда, оставить продукты в специальных корзинах, размещенных в супермаркетах Назрани, или же записаться в добровольцы для развоза наборов по адресам. Главное – скрасить жизнь нуждающихся, сделать ее более комфортной и дать им почувствовать, что они не одиноки и жизненные трудности не постоянны. Ферида Миршова, Сурхо Кусиев, Новости 24.